кто же лучшая футбольная команда Ингушетии, докажет сегодняшний матч. Коллективы из Назрани, Насыркорт и Завод успешно прошли полуфинал, поэтому противостояние обещает быть интересным. Обе команды отличаются активной атакующей игрой, что придает матчу еще больше интриги и интереса. Пропустить такое событие любители футбола не могли. Несмотря на холод, болельщиков немало. Пришли понаблюдать за красивой игрой как и именитые спортсмены республики, так и ветераны самой лучшей игры с мячом. Конечно, я с интересом понаблюдать, посмотреть. Приехал посмотреть, еще очень много знакомых ребят и с этой команды, короче. Игра пока идет хорошо. Язык, я должен сказать, что Завод. Кому повезет, я не знаю. Игра, мы будут непредсказуемый футбол. Первый тайм проходит под диктовку зеленых. Ахмед Падиев ждет своего шанса. Сегодня он остался на замене. Однако во втором тайме его помощь понадобится, ведь он опытный нападающий. А защищать перевес в один мяч не в духе команды «Завод». Команды вроде бы хорошо играют, соперники тоже неплохие. Игра равная почти. Мы ведем 1-0. Что нужно, по-твоему, удержать или все-таки добивать? Не, будем добивать. 1-0 это скользкий счет. Будем атаковать и попытаемся выиграть по большим счетам. Чемпионат Ингушетии из года в год становится одной из самых обсуждаемых тем среди всех спортсменов, независимо от направления. Здесь нет фаворитов, а чемпион сменяется каждый год. Из-за пандемии коронавируса расписание поменялось, что повлекло за собой столь поздние финальные матчи. Сейчас у нас сразу же начинается, вслед за ним начинается Кубок главы у нас по календарному плану. Нам нужно просто, у нас весь чемпионат сместился уже в зимнее время, потому что с пандемией мы все сидели на карантине. Вот этот чемпионат уже давно должен был уже законченным. И следующий летний чемпионат у нас начнется где-то в марте. Планируем, если не будет, конечно, коронавирусной инфекции, если мы не будем на карантине, то уже вовремя начнем. На второй тайм команды выходят с таким же боевым настроем. Сделав упор на быстрый отыгрыш в начале тайма, прессинг синих дает результат 1-1. Футбол в Ингушетии популярен не меньше, чем борьба и дзюдо. Министерство спорта сейчас ведет активную политику для продвижения этого вида спорта в республике. Мы предварительно подписали соглашение с РФС о развитии футбола именно в республике. Туда входит и большой футбол, и мини-футбол. Я думаю, в дальнейшем мы можем рассчитывать на более удачные такие результаты. Ингуш у нас вышел во вторую лигу. Я думаю, данные команды они будут готовить футболистов для попадания в Ингуш. Несмотря на равную игру, удача в этот раз улыбнулась команде «Завод». На ближайшие несколько месяцев чемпионский титул будет принадлежать Назрани. Весной все команды республики вновь выйдут на поле, чтобы побороться за звание сильнейшей команды региона. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.